Про белорусский город Гомель говорят, что он древний и вечно молодой. Древний потому, что впервые упоминается в летописях в 1142 году. Молодой, вероятно, потому, что все это время он всегда был как бы устремлен в будущее. Казалось, что главное событие в его истории еще впереди, в следующем году, в следующем веке, в следующем тысячелетии. То, что место рождения современного Гомеля вот эти крутые холмы и излучины реки Сош, историки и археологи установили доподлинно. А вот о происхождении названия города единого мнения нет. Говорят, что давным-давно, во времена седой древности, с этого самого берега, окликом «Го-го-мель» предупреждали кормчих судов и плотогонов о том, что Сош здесь совсем омелел, будто бы поэтому и название селению на берегу реки дали Гомель. На месте этого живописного озера в древние времена была речка, и называлась она Гомеюк, и будто бы она дала имя городу. Еще одно предание, оставшееся из древности. Говорят, что вождя, жившего здесь славянского племени Радимичей, звали Гом, и его имя дало название основанному им селению. Увы, от тех летописных событий до наших дней история не проложила широкой столбовой дороги, а скорее перекинула узкий мосток. Столетия наш город не мог похвастаться чем-либо примечательным, хотя и стоял на перекрестке путей с севера на юг, с запада на восток. Только окончательное присоединение в XVIII веке к Российской империи дало толчок к развитию городской жизни. Из небольшого местечка Гомель превратился в типичный уездный город России со своим дворцово-парковым ансамблем, который вполне мог стоять в одном ряду памятников архитектуры Европы. Городские улочки и площади сформировали особый колорит, отраженный первыми гомельскими фотографами. Позже со снимков огромными тиражами печатали открытки, и гомельчане с гордостью рассылали их по всему свету. Своим расцветом Гомель обязан графу Петру Александровичу Румянцеву-Задунайскому, известному полководцу и дипломату XVIII века. Его сын Николай разбил первые городские улицы, построил каменные дома и, наконец, заложил аллеи парка, который стал образцом дворцово-паркового искусства. Другая дворянская ветвь. Князья Паскевичи и Реванские достаточно позаботились о том, чтобы в Гомеле была создана развитая городская инфраструктура, которая существует и поныне. Социальные катаклизмы, в первую очередь Вторая мировая война, фактически стерли Гомель с лица земли. Стремительная урбанизация создавала новые городские пейзажи. Из какой точки не смотрели бы мы сегодня на панораму современного Гомеля, остается впечатление, что над его становлением трудились руки настоящих профессионалов градостроительства. Но вместе с тем, гомельчане словно подсознательно сохранили те традиционные черточки, которые отличают Гомель от других городов мира. Они заботливо сохраняют и восстанавливают все то немногое, что досталось в наследство от прошлого. Любовь к своей истории – это одна из традиций, которыми живут сегодняшние гомельчане. В традициях и бережное, внимательное отношение к памяти о тех исторических личностях, чья жизнь в свое время была связана с городом. Будь это бывший канцлер российского государства
и известный просветитель Николай Румянцев, всемирно признанный авиаконструктор Павел Сухой или политический деятель эпохи существования Советского Союза Андрей Громыко. «18 гомельчан с гордостью носят звание почетного гражданина Гомеля. Среди них маршал Константин Рокоссовский. Первый олимпийский чемпион Беларуси Леонид Гейштейн. Знаменитый балетмейстер Александр Рыбальченко. И эти традиции находят искренний отклик в сердцах гомельчан. Увы, не только страшная война 1941-45 годов нанесла огромное разрушение городу. 26 апреля 1986 года Чернобыльская трагедия опалила город своим радиационным дыханием. С того самого времени, день 26 апреля, считается в городе днем скорби и печали, в память о самой страшной ядерной катастрофе 20-го столетия. Но история не может стоять на месте, она продолжается, как продолжается жизнь в потомках легендарного Радимича Гома, который, по преданию, много веков назад выстроил на этих крутых берегах свою хижину. Сегодня Гомель – это областной город, где проживает свыше 500 тысяч человек, крупный индустриальный, научный и культурный центр. В Гомеле 5 государственных высших учебных заведений, 10 техникумов, 20 профессионально-технических училищ, около 70 промышленных предприятий, научно-исследовательские и проектные институты. Правда, эти цифры нельзя назвать точными. Каждый день количество подобных организаций растет. Все оперативные вопросы, которые ежедневно возникают в этом непростом хозяйстве, разрешает городской исполнительный комитет, орган государственного управления, который входит в общую систему исполнительной власти республики, так называемой государственной вертикали. Проблем немало. Это и вопросы занятости населения, образования, строительства, здравоохранения, охраны окружающей среды, благоустройства города. Учитывая, что Гомель – это город с высокоразвитой промышленной инфраструктурой, большое внимание исполнительная власть уделяет развитию промышленности. Теперь, наверное, трудно назвать то, что не производится на многочисленных промышленных предприятиях города. Здесь, в Гомеле, на постоянно действующей межрегиональной выставке ярмарки регулярно проходят деловые встречи, подписываются крупные экономические соглашения. В Гомеле производят прекрасную мебель и кондитерские изделия, трикотаж и обувь, станки, сельскохозяйственные машины. Продукция производственного объединения «Гомсельмаш» пользуется широким спросом во всех странах Содружества независимых государств. Причем к традиционной кормоуборочной технике прибавилась новая разработка – многофункциональный зерноуборочный комбайн. Гомельщина считается центром белорусских нефтяников. Головное предприятие «Беларусьнефть» находится именно в Гомеле и славится своими профессионалами в разведке и добыче нефти, общий объем которой перевалил за 100 тысяч тонн.
Вот уже полвека славится своим литьем гомельский завод «Централит». В списке производимой продукции узлы для огромных турбин и простые, изящные декоративные изделия. На Гомельском стеклозаводе введена в действие новая линия полированного стекла. Продукция гомельских стеклоделов успешно используется в передовых строительных технологиях. Гомельское стекло экспортируется в страны ближнего и дальнего зарубежья. Научно-производственное объединение «Ротон» имеет 20-летний опыт разработки и выпуска высокоточного и высококачественного специального технологического оборудования, контрольно-измерительной аппаратуры, электронной и медицинской техники, товаров культурно-бытового назначения. Обои объединения «Гомель-Обои» создадут уют в вашем доме. А мебель производственного объединения «Гомель-Древ» прекрасно впишется в интерьер квартиры или офиса. Продукция Гомельского жирокомбината известна на территории всего СНГ. Это майонез, маргарин, мыло. На комбинате практически отсутствует проблема с реализацией, в первую очередь благодаря высокому качеству. Женские и мужские костюмы акционерного общества «Коминтерн», трикотаж, детская одежда промышленно-торговой фирмы «8 марта» популярны не только в республике, но и за ее пределами. Акционерное общество «Спартак» – самое сладкое предприятие Гомеля. Шоколад, конфеты, зефир, кондитерские изделия с фирменной маркой «Спартак» любят во всех уголках Беларуси. Выпускают в нашем городе и свои мягкие игрушки, привлекательные и, что немаловажно для наших детей, экологически чистые. Резиновую обувь, мастику для ремонта, поливочные шланги, пеноплен и то, что защищает нас от холода и сырости, полупуховые, ватные, синтепоновые одеяла, подушки, матрацы выпускает Гомельский завод химизделий. На Гомельском заводе «Кристалл» производят ювелирные изделия и белорусские награды, которые вручают лучшим людям республики. Производственные традиции гомельских предприятий заслуживают отдельных слов. И о них еще немало напишут, расскажут, запечатлеют в бронзе или камне, или споют песни. А пока своеобразный гимн гомельчанам-труженикам можно считать вот этот заводской гудок, который по традиции звучит на Гомельском вагоноремонтном заводе, говоря о том, что новый рабочий день наступил.
С незапамятных времен Гомель стоял на перепутье торговых путей и был известен своими городскими ярмарками. Традиция осталась. Рядом с городскими рынками возникли самые разнообразные магазины, которые по изобилию своих товаров способны удовлетворить самого изысканного покупателя. История и географическое положение определило городу место своеобразного центра развития межрегиональных и межгосударственных связей, причем на самом высоком международном уровне. Союзный договор, который подписан Республикой Беларусь и Российской Федерацией, развитие добрососедских отношений с Украиной позволяет говорить о том, что Гомель из простой точки на карте превращается в отправную точку дороги в будущее. Самолеты, которые поднимаются в воздух со взлетной полосы Гомельского международного аэропорта, летают в различные страны Европы и Азии. Сегодня прямой автобусный маршрут соединяет Гомель с немецким городом Бременом. Железнодорожные магистрали, которые проходят через город, позволяют отправлять в любом направлении значительные грузовые и пассажирские потоки из Республики Беларусь. Белорусы. Исторические судьбы и человеческие страсти то объединяли их в единое целое, то разделяли. И казалось, давно уже они должны были утратить свой народный быт, входя в разные времена в состав разных государств, то ли Литвы, то ли Польши, то ли России. Однако пережили они все невзгоды и случайности и сохранили свой язык, свои нравы и обычаи. Эти слова в равной мере можно отнести и ко всем гомельчанам. В дни праздников улицы города превращаются в одну большую сцену. Звучат самые разные песни – белорусские, русские, еврейские, украинские. Многие культуры объединяет в себе сегодня Гомельщина. Каждую осень проходит музыкальный фестиваль «Певческая академия». Весной город гостеприимно предоставляет свои подмостки для театральных коллективов России, Беларуси и Украины, которые приезжают на фестиваль «Театральные славянские встречи». Лауреатами и призерами фестиваля не раз становились и гомельские театры, областной драматический и независимый. Недалеко от города, в деревне Аутюки, который называют белорусским Габрово, проходит традиционный фестиваль белорусского юмора. В символичной славянской слободе встречается молодежь России, Украины и Беларуси. А осенью зажигает огни манеж Гомельского цирка. На эстрадных площадках гомельчане с удовольствием встречают звезд мировой величины. С не меньшим азартом и эмоциями проходят в городе различные спортивные соревнования. И среди гомельских спортсменов есть свои звезды. Это участники самых различных спортивных соревнований, обладатели спортивных наград самой высокой пробы, среди которых есть и олимпийское золото.
Развита в Гомеле и сеть медицинских учреждений, оснащенных современным оборудованием, которое помогает диагностировать и лечить многие заболевания. Охране здоровья уделяется большое внимание. В Гомеле работает единственный в республике центр реабилитации детей-инвалидов, который создан при поддержке европейской программы ТАСИС. В целом же, европейское сообщество оказывает большую помощь городскому здравоохранению. Реализуются совместные гуманитарные проекты. Вечерний город распахивает двери кафе, ресторанов и дискотек. Гостиницы предлагают самый широкий комплекс услуг. Это целая сеть ресторанов, наиболее колоритным среди которых является ресторан «Майдан». Гостиничный комплекс «Турист» помимо 2 залов, бара, сауны, массажного кабинета предлагает ежедневную развлекательную программу, подготовленную танцевальной группой «Варьете». Но вслед за вечером наступает утро, и предположим, что это утро 1 сентября. Ежегодно в этот день молодые гомельчане садятся за учебные парты школ, лицеев, гимназий, вузов. Именно здесь начинается их собственная дорога в 3-е тысячелетие. И хорошо, что начинается она в этом древнем и вечно молодом городе. Не надо искать национальные корни у этих молодых людей. За многие века в их жилах переплелась кровь русичей, половцев, литовцев, татар, белорусов и украинцев. Возможно, потому они так прекрасны, и, несмотря на все трудности сегодняшней жизни, с оптимизмом пытаются заглянуть в век 21. Они – гомельчане, граждане Беларуси.